Ни туда, ни сюда. С 1 апреля в аннексированном Крыму нельзя ездить на автомобилях с украинскими номерами. Украина же, в свою очередь, не будет пускать на материк машины с замененными на российские номерами. Как быть крымчанам в нашем сюжете? Возле Симферопольского МРЭО автомобильный коллапс. Машины выстроились на километры. Ажиотаж связан с тем, что со следующего месяца на украинских номерах в оккупированном Крыму ездить запрещено. Очередь на переоформление движется медленно, жалуются водители. Стоят с утра. И продвинули сколько тут, я не знаю, может метров 400. До 6 работают, сказали. Ну не успеем, завтра приедем занимать очередь. Те, кто не успеет до 1 апреля, грозит штраф. Заберут не только права, но и автомобиль. Этот крымчанин едет из оккупированного полуострова на материк. Украинские номера на российские менять пока не собирается. Будем ждать точных результатов, там будет видно уже. А скажите, правда, вот, что в Крыму люди массово продают уже машины в связи с этой ситуацией? Да, есть такая проблема. Машины с российскими номерами, выданные оккупационными властями, не пропустят украинские пограничники. Будь-які кримські, так звані російські номери, вони є недійсними і не дають, відповідно, підстав для прикордонників для того, щоб вони пропускали ці автомобілі на материкову Україну. Закон про тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим чітко визначає, що будь-які документи, видані окупаційною владою на окупованій території, українською владою вважаються недійсними. Госслужба по делам Крыма предлагает украинскому правительству решить проблему. Глава службы Нариман Устаев предлагает создать сервисные центры на административной границе с полуостровом, где российские номера водители будут оставлять на хранение, от украинских получить дубликат номеров. Будут созданы сервисные центры, куда смогут обратиться наши граждане, предоставив, соответственно, автомобиль, который куплен согласно законодательству Украины, будет проверка по ВИН-коду. В случае, если у них эти номера наши украинские изъяли, тогда они получают дубликат таких номеров прямо на пунктах въезда-выезда. Если наши граждане будут вынуждены сдать документы на автомобиль, техпаспорт, в таком случае будет выдаваться также техпаспорт. Пока в Кабмине думают над этим предложением, эксперты уверены, сообщение с оккупированным Крымом сократится в разы и создаст новые проблемы для граждан, которые хотят сохранить связь с Украиной. Большая часть людей, которые имеют возможность сложить поездку, они ее отложат. Поэтому будет в любом случае небольшой спад первоначальный. А вот дальше развитие мы увидим только после того, как правительство примет соответствующие решения. Как этот конфликт будет решен, еще неизвестно. С точки зрения правовой, сегодня он не в плюс крымчанам, потому что любой автомобиль может быть доставлен на штрафплощадку. Будет ли открыт сервисный центр на границе с оккупированным полуостровом, пока неизвестно. Лучшее, что могут посоветовать эксперты крымчанам – пересекать пешком буферную зону между оккупированным полуостровом и материком. Эльвина Седулаева, Гульсум Халилова, Эдем Сейдбелялов, Ислам Пинка, Заман, АТР.